Уважаемые телезрители, в рамках продолжения и работы нашей общественной кампании по увековечению памяти и восстановлению доброго имени репрессированных жителей Мордовии, мы сейчас откроем дверь в красивый мир ирзианской художественной литературы, и откроет нам эту дверь писатель, основатель фонда спасения ирзианского языка имени Рябова, один из создателей национального движения Мастарава, бывший редактор общественной газеты «Эрзинь-Мастер», кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Владимирович Четвергов. Но перед этим я хочу сказать нашим телезрителям, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти репрессированных и гражданской их реабилитации вошел Дмитрий Васильевич Цыганкин, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, один из организаторов Мордовского государственного педагогического института имени Евсевьева, бывший декан филологического факультета Мордовского государственного университета имени Огарева, бывший заведующий кафедрой мордовских языков и литературы, один из авторов краткого этимологического словаря махшанского языка и этимологического словаря ирзианского языка. С Дмитрием Васильевичем я созванивался вчера вечером, он согласился войти в нашу инициативную группу, но не смог дать интервью по объективным обстоятельствам, связанным с тем, что ему уже 93 года. Евгений Владимирович у нас молодой человек, всего лишь 84 года, поэтому у нас есть счастье, что мы можем с ним общаться, и он нам передаст ту любовь к ирзианской художественной литературе, и мы узнаем об ирзианской литературе, запомним и постараемся привить себе вот эту любовь, который Евгений Владимирович, уже по глазам видно, что он в себе держит. Евгений Владимирович, но вначале я вас попросил тогда рассказать и о своих произведениях, и чем больше, тем лучше, потому что в книгах, в которых собраны научные статьи, анализирующие ваши художественные тексты и их стили, и разные литературоведческие особенности, видно, как научное сообщество, занимающийся ирзианской литературой, уважает вас. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Хорошо, спасибо. Наверное, прежде всего надо несколько слов сказать о детстве. Да. Сегодня я смотрю детей, и ходят за ручки, и ходят на машине, и боятся, не украли этих детей. Наше детство было совершенно иное. Наша стихия была – это поле, лес, луга, овраги и прочая природа. Вот в таких условиях мы росли, то есть в условиях свободы. У сегодняшних детей, мне кажется, этого нет, а вот у нас была свобода. Ну и, естественно, даже несмотря на возраст, мы помогали родителям. Готовить дрова, готовить солому, листья. А. Тогда удивительно было, идешь по лесу, и деревья, особенно липа, в мае, в июне месяце стоят голые. Почему? Потому что обрывали листья на хлеб. Этими питались. Если перечислить весь ассортимент, меню нашего питания, то, наверное, займет не одну страницу. Что мы ели? Все подряд ели. То есть пережили голод, этот знаменитый 30-х годов. Естественно, да. И поэтому все-таки в какой-то степени творческое начало любого человека начинается именно с детства, в каких условиях он рос, воспитывался. Так и у меня. Но впервые я попытался, несколько слов еще сказать, похвалиться даже. Да. В какой-то степени я не такой был, как все в классе, вообще в детстве. И что интересно, у меня появилась мечта стать художником не менее Саврасова, Левитана и прочих художников. Но в детстве все можно помечтать. И эта мечта у меня длилась около 3 лет, по окончании 7 класса.
ходил на этюдники, делал прочее, прочее, все-таки интересовался именно живописью. А в 8 классе меня один паренек привлек к театру. И я загорелся театром. Вплоть до того, что дошел до такой стадии, что был рабочим сцены в театре юного зрителя имени Горького в Баку. Но потом почему-то я немного охладел к театру, хотя узнал все-таки все тонкости театрального дела, закулисные дела и прочее, и все-таки я охладел. И потом пошел учиться на агронома в сельскохозяйственный институт, Пензенский сельскохозяйственный институт. Но, вероятно, повлияло все-таки у меня отец был агрономом, это раз. Второе, положение дел в колхозах были самые печальные. И я по молодости возгордился тем, что вот да, я колхозы сделаю настоящими хозяйствами. Выучусь, стану специалистом, и дела в колхозе пойдут совсем по другому пути. Вот так я и начал. Первую попытку делал сочинительство в 5 классе. Написал стихотворение, на итальянском языке, понятно, отослал в какую-то печать, не помню, и запомнилась одна строчка лишь от того стихотворения, но все-таки запомнилась. После этого мой дар писательский куда-то заснул. И лет 20, наверное, 30 спало. А потом обнаружил я на Пугачевском вале, знаете, это Пугачевский вал знаменитый, это засечная черта. Ходя на дачу по этому валу, я обнаружил интереснейшее растение, ковыль степная. Никогда не видел. И вдруг я смотрю, колышутся эти устья этого растения. Это одно. И начал писать в газету различные статьи и по Пугачевскому валу, и по растениям, которые редко встречаются в Мордовии. После этого однажды, идя домой на родину, в село, переходя через речку, решился спуститься, не по мосту пройти, а спуститься и руки помочить, руки. И когда я заглянул на ликре речки, там обнаружил такую вещь страшную. Плывут по речке всякие розово-фиолетовые, как называть, это, в общем, от минеральных масел. Наплывы, что ли, назвать, как их, вот они крутятся. Разводы. Разводы, наверное, да. И вот потихоньку они и плывут по речке. Ну, настолько я возмутился, то, что экология у нас в каком состоянии. Потом огляделся, посмотрел, там, оказывается, бочки, солярки стоят на берегу. От них как-то попадает, ну, когда заправляют трактора, прочее, видимо, попадает в речку. И после этого я начал писать про природу. Возмутился и начал писать именно зарисовки о природе. Маленькие небольшие зарисовочки. И вышла книжица моя первая «Сиреневая луна». Но меня часто спрашивают, почему же сиреневая? Ну, бывает сиреневая, почему? Бывает. Вот, ну, здесь 4 раздела. Весна, лето, осень, зима. И где какие-то откровения каждого периода года. Но тут же мне заметил Арапов Александр Васильевич, журнал «Сятка». Кто еще кто-то, он и еще кто-то. Говорит, на русском языке пишущих очень много. Это я, по-моему, уже говорил. Поэтому обрати внимание на родной язык. А сколько вы примерно писали ее? Ее год, едва ли, не помню, я собирал эти материалы. Угу. Вот. Вышла книга в 95-м году, в 89-м году вышла книга. Угу. Это в тот год, когда мы начали собирать Мастурау, знаменитая. Вот. И потом уже тоже рассказывал, повторяюсь, прочитал стих Есенина и удивился, что
Лезть туда, куда тебя не просят, и в ком не нуждаются, лучше нет. И, в Но он до общем-то, сих пор у вас стоит на полочке его. кто? Евсенин. Есенин? Не Да. только на полочке. Есенин мой любимый писатель, поэт, все. Вот. Ну вот это первая моя книга была. Вторая книга была. Да, эту же книгу издал потом в другом варианте. Пополнил, дополнил, ввел новые рассказы. Вот. И вышла эта книга уже под названием «Где цветет чистодуш». То же самое, тема та же: экология, природа, как беречь, как охранять растения и прочее, прочее. Все-таки как-никак я агроном, и отец был агроном, поэтому растения, мир растений для меня не чужд. А чистодуш это слово сами придумали? Это да. В природе чистотело. Растения очень широко распространенные, желтенькие цветочки, и когда нажимаешь, выделяет желтый сок. Говорят, что от этих излечивает раны. Но следующее мое увлечение – это репрессированные народы. Вышла книга Янгамо. Янгамо переводится «Развала». Вот. За эту книгу все-таки я получил премию. О чем она? И она посвящается именно репрессированным. В какое время ее написали? Это написал, минуточку я посмотрю, в 2006 году. Вот. Но не вообще репрессированным, а кулакам раскулаченным, вот этой группе. И писала ее по рассказам. Мне вот рассказывали факты, как это было в 30-е годы, до каких дикостей доходили в расстрелах и прочее, прочее. И вот я написал серию рассказов. Вначале я писал колхозные дела, сегодняшний день. Это будучи куратором группы студентов, и с ними в колхозах Рамадановские районы, куда только не ездил, и наблюдала, как там дела идут, что за это помощь такая. Вот. А потом уже именно занялся репрессиями 30-х годов, раскулачиванием. Считаю, что самая лучшая моя повесть – это «Ламба Монартинг», сладкая полынь сладкая, полынь сладкая, на контрастности. Вот там судьба женщины, которая копила всю жизнь, и в конце концов ее отправляют туда. Ну, это повесть, там целая история, все. Вот. Но один рассказ запомнился мне, ну, коротко просто рассказ. Когда пришли раскулачивать, выселять, оказалось, что хозяин, кого надо было раскулачивать, успел умереть. От сердца или от чего-то, я не понял. И лежал в гробу. Комиссия пришла, смотрят, действительно идет похороны идут, это не похороны, а в гробу лежит. Свечки горят. И заметили на нем очень хороший костюм гражданский в то время. А этот и подсказывает, ну-ка, зерните, все равно он там. Взяли костюм, переодели, а потом смотрит, а брюки-то еще лучше, и брюки стащили. Потом проходит, это уже потом сочинительство, потом проходит время определенное, приезжает сын этого раскулаченного в гробу, вот, идет в музей районный и смотрит, там висит костюм его отца. Экскурсовод рассказывает, этот костюм принадлежал секретарю райкома и прочее, прочее. Вот это вот, и таких диких случаев было столько, что трудно пересказать. Ну, еще один случай я расскажу. Это у меня рассказ вышел, я думаю, один из удачнейших, называется «Последний шаг». В общем, он узнал, что будут раскулачивать его, и он заранее стал себе в огороде, там подальше за огородом, копать себе могилу. Вот он рыл эту могилу, и потом, когда пришли его забирать, раскулачивать, он заранее приготовил ружье, вот, отпросился вроде там что-то,
берет это ружье и бежит туда. Они ждут, что вернется скоро, ничего подобного. А потом они опомнились, галдеж подняли. Он это услышал и себя под это и туда упал. Вот это факт. Тоже в этом Шайговском районе, в селе, в каком рассказывали мне. И поэтому сюжет я сделал соответствующий. Вот это о распоглачивании. Я долго, может, рассказываю. Нет, Евгений Владимирович, а вы когда собирали эти истории, вы сами ездили и просили рассказать об этом, или это просто из жизни истории, они сами передаются как бы по себе? Это из жизни рассказывал мне случай замминистра культуры, фамилию забыл, в их селе это было. Он все это рассказал, все это я запомнил и все. Вот, и многие случаи так. Ну, следующее мое издание, это вот «Ванине». Это уже тема другая, тема воспитания, наверное, это в таком широком понимании, но касается темы воспитания алкоголизма, естественно, это все, и чуть-чуть есть глава о роли религии, тоже есть. Это роман о судьбе одной женщины, которая постигла очень такая тяжелая участь. Ну, о селе, сельская жизнь, сельская женщина. Ну, подробности я не буду рассказывать, все понятно это. Вот. Ну, считают, что хорошая лексика, язык хороший, все прочее, прочее. Вот эта вот книга. А в переводе это имя, да? Просто... Это имя Ванечка. 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 Угу. Вот у нас в языке почему-то многие пишущие заимствовали «к». Ванечка, девочка. Это именно чисто русское произношение. «К» добавляется, а ласкательное «к». А у нас не. Ванине, Верыне и как шки, т-т-т-т-т. Поэтому я и написал Ванине, ласкательное имя. Это в какой-то степени можно сравнить далеко, отдаленно пускай, это с Обломовым Гончарова Ивана Андреевича. Гончарова, как ребенка избаловывают. То же самое. Эта несчастная женщина заимела наконец ребенка, и она души не чаяла в этом ребенке. Все обоготворяла, все выполняла все его капризы и прочее, и в конечном итоге он потом сжигает себя. Сгорает. Потому что он был избалованный, да, но не подготовленный к жизни, и ему потом было трудно находить общие вот, отношения, строить. Ну и закончилось все очень тяжело, потому что это правда, да, Евгений Владимирович? То есть вы не стали рисовать, выдумывать, вы понимали, что так и закончилось. Так и закончилось. И не нужно радовать читателя надеждами, что могло быть какой-то другой исход, да? Конечно. И в его судьбе, в судьбе этого мальчика, Ванине, конечно, огромную отрицательную роль сыграла пьянка. Вот это тоже привела к этому, к пожару. Вот отсюда и пламя. Вот следующая книга «Тесы де Тоса». Ну, рисунок белый, тесы здесь, рисунок черный, фон там, здесь и там. Там, значит, где там? В черном месте, в могиле. Жизнь, реальная жизнь загробная. Вот это роман в письмах. Переписка ведется, ну, несколько мистическая форма взята. Переписка ведется между двумя бывшими влюбленными. Она умирает, уходит на тот свет, а он остается здесь, на земле. И вот однажды ему приносят письмо из того света. И начинается вот эта вся переписка. Но эта вот форма мистики, она удобна тем, что там можно свободно многие вещи выговаривать. Что нельзя в открытом тексте, а здесь в какой-то степени это вуали, чтобы прикрыть некоторые вещи. Но ничего тут особенного нет. Единственное, что кто любит читать так в каких-то целях, нашли там крамолу, что на том-то свете, рассуждает героиня, надо лучшие места давать преступникам в этом мире, потому что преступники, они и так несчастные люди,
все эти там большие чиновники, прочие казнокрады, они и так в жизни много переживают. Поэтому хотя бы на том месте им надо дать хорошую жизнь. Знаете, сарказм в какой-то степени и вот так вот. И это уже доложили там туда, что вот там пишут такие вещи, что бывшим секретарям генсекам надо там давать места хорошие. Вот, ну... Ну, хоть в такой степени обратная связь и с власть придержащими. Да, конечно, конечно. Ну, кроме этого, у меня в этом, этого романа самые любимые эти вот повторно я дал Ламба Монартингс, это сладкая, вот, Мееческих, последний шаг здесь, и Чумалтому Чуму, это опять репрессии, тут рассказ. Ну, в двух-трех словах скажу, это мне тоже рассказали. Вот. Один работник министерства, да, посольство ли, но словом шел домой и встретил пару, мужчина и женщина. Они спросили его на английском языке, вот где такая-то улица. Он ответил на английском языке то же самое. И все на этом кончилось. Далее приходит на работу там через день, через другой, к нему заходят двое. Пошли с нами. И пошли, его заключили туда. Пытки делали, выбивали все. А потом оказалось, что с ним рядом оказался бывший работник прокуратуры. Тоже его обвинили там в чем-то. Он сказал ему: или ты признаешься, или тебя упадет на голову, или там еще что-то. С ним рядом в камере вы имеете в виду, да? Нет, они в одной камере были. Да. Вот когда последний раз он пришел, совсем не в моготу, совсем избитый весь, вот он и ему посоветовал: брось упорствовать, лучше признайся во всем. Что они тебе инкриминируют? Ну вот он и признался, и спасся этим. А потом его заключили уже, дали срок, вот там в лесах рубил лес и все прочее, как обычно. Как судьба Кудыркаева примерно, то же самое. Вот, это вот интересный рассказ, я считаю. Так. Евгений Владимирович, а вот в книге Ванине Ага. вы там сказали, что у вас есть какая-то глава, посвященная религии. То есть вы эту женщину раскрываете, и в том числе ее часть религиозного мировоззрения, да? По-моему, как-то этой женщины я не... А, женщина-то, мать, мать Ванине умирает до этого, умирает. Вот, а он был настолько пьяницей, когда она умерла, ему нужны были деньги, она берегла, сколько-то там какие-то, лежит в постели мертвая, он подкрадывается под одеяло, под матрас, находит эти деньги и бросил совсем, и про мать забыла и все прочее. Но это все это подробности. Следующая книга Полат-Кстомо. Это, ну, трудно перевести на русский язык. Вот в чем дело. Полат-Кстомо это без наследия, без наследства, то есть неплодовитый. Трудно перевести. Без продолжителей, без продолжения рода. Да. Но меня упрекали за название, и я все-таки остаюсь при своем. Здесь рассказывается повесть, первый открывает. Повесть называется Полат-Кстомо, рассказывается о парне, который был не способен, как мужчина. Вот. Он маялся, мучился, вот, и в конце концов там что-то приводит его. Вот. В общем, жизнь описывается, и считаю все-таки повесть такого психологического уклада, что ли, сказать. Потому что очень тяжело ему было. Но прежде чем писать, я ходил в больницу тоже на прием к врачу, который этим занимается.
Я тогда удивился, и горько мне стало от того, что, оказывается, таких молодых людей, не только мой герой, но и многие. Вот врач мне рассказал, как что человек консультироваться, короче говоря, чтобы не попасть. Вот это вот повесть. В общем, эта книга, то, что раньше опубликовано в журналах, я все собрал и переиздал в книгу. Новое произведение только вот повесть первая, остальные все уже были, они опубликованы в журнале «Сятка» и других журналах. Вот. Ну и потом добавил я сюда еще от себя уже, не из журнала, а такие разделы. Вы, кстати, знакомились, да? Да, прочитал. Все, что на русском языке, прочитал. И на русском, и на рязанском языке. Тут и критика, тут и статьи, тут и национальные герои. Это книга в какой-то степени мой отчет в литературе. В какой-то степени. В какой-то степени. Вот. Но, оказывается, жизнь продолжается. И после этой книги еще появится. Это хорошо. Но сверху написан ваш псевдоним. Псевдоним, да. Да. А вот историю происхождения псевдонима можно? Во-первых, у меня мечта, и мы писали в газету, ходили, как называется, где оформляются браки, разводы и прочее. ЗАГС. ЗАГС. В одном здании были, в этом же здании. Туда я спускался, вот уточнял, спрашивал, давали мне материалы, рязанские имена, женские, мужские. Думали, хоть кто-нибудь, ну, клюнет, будем так говорить. Увы, бесполезно. Бесполезно. Настолько засекли эти вот православные, еврейские, греческие, византийские, норвежские имена, что им трудно оставаться. Ну, некоторые назвали, но в основном-то никакой роли не сыграло. А хотелось бы. Ведь в этих именах не просто имена, и история. В этих именах история. Далее история слова, словарь в этих именах. Поэтому надо было беречь как-то их, но, к сожалению, терять способны больше, чем созидать. Ну вот, а конкретно у меня Нуянь Видяс. Нуянь – это фамилия, Нуянь. Фамилия Нуяньзин. Что означает? Наверное, Нуев – сжать. Жатвин, Жаткин. Есть такая фамилия Жаткина. Вот, Видяс. Видяс от слова видимс, это раз, видимс сей, севец. Ой, прошу. А еще, кроме того, с корнем, таким как видимс, видей, прямой, виде, прямолинейный, правдолюбивый, вот такой смысл вкладывается в это слово, видяс. А вот к фамилии Нуянь, речка Нуя есть еще. В Рабаданском районе, там она течет, речка Нуя. Вот отсюда это название очень простое, это все и привыкло. И меня радует, когда меня обращаются не Евгений Владимирович, длинным таким, а Видяс Лилей. Ну вы сами придумали, да, это? Сами, конечно. Видяс Лилей. Лилей – это значит старший брат, обращение к старшему брату, старшему. В русском языке, русский язык мне нравится обобществлением. Общие термины, слова, перевод. Скажем, брат. Там не различают, старший или младший. Брат и все, братья, все множественное число. А у нас недостаток нашего языка. Наш язык конкретный. Вот. И поэтому и говорят старший брат, младший брат. Старший Лиляй, младший Ялаксон, младший. Или Вежась, младший, значит. Зато мужского женского рода нет. Нет. Обобществление идет, в отличие Да, от русского языка. Да. Но вот в отношении женского, мужского рода, я, например, читаю когда слушаю, не испытываю никаких трудностей в понимании, о ком речь идет. Ну, может, из тысячи случаев возникнет вопрос. Но, в общем-то, это, я считаю, в русском языке это ненужное слово.
Не нужно. Но в русском языке меня буквально пленяет это приставки. Какое диво, какое злато какое-то, я не представляю, как можно с помощью приставок играть словом. Это диво даешься. У нас этого нет. У нас вся нагрузка переходит на окончание, а в русском языке на первую часть слова. Вот, пришел, зашел, ушел, закрыл, открыл. Подошел, вышел. Подошел, вышел, да еще вот. И нашел. Да. Да. Еще две приставки впереди бывает. Две. Додуматься, что ли, как-то. Я находил эти слова такие. Две приставки, а потом идет уже корень слова. Удивительный язык. Это в случае. Вот поэтому я всегда говорю, надо беречь любой язык. В любом языке что-то есть такое, ну, бесценное. Да, И когда они беречь. вместе переливаются друг с другом и одновременно идут, это еще лучше. Еще лучше. Вот еще небольшой случай. В нашем доме в магазине работает продавщица. Прихожу, как звать? Она мне говорит, Алсу. Алсу. Я говорю, что за имя? Ну, я понял, татарка, да? Алсу, что значит Алсу? Алсу это розовый, алый цвет, алый флаг. Это татарское слово, ала. Ну а су я говорю, знаю, вода. Значит, розовая вода. Вот имя такое иметь, вот это же, и главное, сокращенно и коротко все. Это же, ну, как сказать, бисеринка. Но нет, не хотят знать, чтобы языки жили, они нужны. Вот. Ну, я немного отвлекся. А где находятся эрзянские имена? Список их? В ЗАГСе? Есть у Мокшина книга легенды или названия эрзянских, это мордовских, мордовские имена. Есть книга. Мы печатали несколько раз, то разные имена там давали еще. В газете «Эрзин Мастер», да? Да, несколько раз давали. Несколько раз. Вот. Ну уж я, наверное, это вот рассказывал, не читали вот эту статью. О языках, коль заговорили. Да, расскажите. Вот. Убийство языков или суицид из-за незнания родного. Приходит, вот однажды на первом этаже мы были, еще раз показывать, приходит один и говорит, я, говорю, замучился. Отец оттуда, мать оттуда, бабушка оттуда, прадед оттуда, чмесь. Мучаюсь, говорит, я. Вот признавался, действительно, у нас, что он прав. Но не может быть он не прав. Почему? Потому что это преподаватель университета Австралии, австралийского, как он тут очень подробно, знает 11 языков, говорит, на 30 пишет, читает. Но дело не в этом. Таких знающих все-таки много. Но его основная область изысканий в науке – это именно спасение родных языков. И меня буквально удивило, как он аргументированно, точно сказал, для чего нужны языки. Во-первых, он пишет, это не первый раз я, кстати, слышу, не только от него. Во-первых, люди, которые знают несколько языков, живут долго. Дольше, чем среднестатистическое, дольше. Вот про себя я и думаю. Конечно, да, это же упражнение ума, мозга. Мозг как бы развивается, как физзарядку делает. Вот это раз. Второе. Люди, знающие несколько языков, больше знают и больше умнее. Короче говоря, умнее. Вот тоже с этим можно согласиться. Удивляет меня. Но вот удивляет меня то, что наши эрзя, бедные, больше никак не назовешь, отказываются от второго языка, хотят, чтобы один язык знать. Вот о чем речь, вот в чем трагедия. И вот почему-то им бьемся 30 лет. И, кстати, будучи в поездках по Самарской области, мы были в селе, вот забыл название этого села, в общем, там часть Макшани, часть Эрзяне.
И нас пригласили посетить уроки их. И вот после уроков собрались, как круглый стол, и учителя докладывают, что те ребята, которые стараются знать второй свой родной язык возродить, вообще успевают лучше, чем другие. Это вот тоже подтверждает его слова. Вот потому-то и вот непонятно курс наших властей, почему так хотят избавиться от этих языков. Кстати, в интернете 1200 учителей татарского языка лишились работы. К чему это? Зачем это? Непонятно. Непонятно. Вот я о себе скажу. Зная два языка, а мне помогает. То русский язык помогает, то русскому языку помогает киргизский. Я сравниваю. Ведь давно сказано, мир познается в сравнении. Это сравнение. Так зачем удалять это сравнение? Тогда не с чем будет сравнивать. Наш бывший активный корреспондент, это Ткаченко, доктор-профессор филологических наук, член КОР Украинской академии наук. Он переписку вел с Марией Скемайкиной. 26 писем, по-моему, его мы опубликовали. И вот до сих пор я помню одно из его писем, что человечество должно остаться многоязыким. И, кстати, вот опять же, вот этот Суперман пишет, современный человек должен знать минимум 4 языка. 4. Он говорит, первый, естественно, родной, второй, государственный, третий, любительский. Вот, если хочешь, скажем, знать оперу, музыку, учи итальянский, а если хочешь вкусные сыры есть, учи французский, это его слова. И еще 4, там что-то он дал язык. Вот 4 языка должно быть. А мы отказываемся от 2 языков. Ну это же, ну как это назвать? Это невежество, это дикость, это вот так вот. Ну все, это слишком долгий разговор. Я душу свою излил. Вот последняя моя книга «Сырнин Чолят». Это уже не художественный, это словарь. Причем 3-й словарь. Первым я считаю, вот его первым, а это почти 2 раза больше. С заполнениями, с исправлениями, прочее. Этот словарь оригинален тем, что структура этого языка размещается, делается не по алфавитному принципу от А до Я, а по тематическому. Вот человек, физиология, анатомия, глаза, уши, прочее. Как и называется. Второе дополнение. Физиология. Кушает, ест, это. И так далее. Дом, хозяйство, огород, природа, космос. Ну и так далее, по темам. Слова размещены по темам. Для чего это надо? Я и сам, вот несмотря на это, все-таки пользуюсь еще этой книгой. Когда пишешь, иногда нужно какое-то слово найти. Знаешь, тут должно быть такое слово, как-то должно выражаться это слово. Это чувство, этот момент. А здесь как раз по тематическому. Открываешь любую тему, скажем, название какой-то птицы, название какого-то гриба. Не запомнил, забылось. Открываешь, находишь. Заходил в интернет, таких книг, прямо скажу, не хвальба мало. Именно по тематическому. Там есть по тематическому медицинское, там прочее, это есть, да. Но вот такого рода нет книг. Евгений Владимирович, вот я знаю, по-моему, у эскимосов или какой такой народ, который живет в снегах и постоянно контактирует с снегом, и его жизнь зависит от того, в каком состоянии снег, талый он, ледяной, у него несколько десятков названий снега. А вот в эрзянском языке есть какие-то области, в которые очень широкое разнообразие вот словарного запаса? Да, про снега я не скажу. Снег, конечно. Тоже есть там, естественно, эпитеты соответствующие, прочее. Но мне запомнилось синонимы, скажем, там есть раздел, что делать. Ударить. Столько там разных разнообразий, столько удивляет меня.
Потом смерть человеческая по-разному называется, то же самое есть. Вот. И вот когда ты пишешь, выбираешь, смерть как лучше подходит по тексту, по содержанию. Вот поэтому эта книжка, она нужна. Вот. О ваших книгах закончили? Да, и еще до этого словарик, буквально в 2 словах, Да. вышел у меня словарь финно-угры в русском языке. Но там автор-то я значусь, но в общем-то я сложил там топонимику Цыганкина Дмитрия Васильевича, Рязань, топонимический словарь, и Нижний Новгород. В общем, 3 сложил. Ну и потом свои соответствующие рассуждения, связки, я их объединил все. Это для чего надо? А для того, что все-таки бывшее распространение рязанского населения – это Тамбов, далее Воронеж, Рязань, Владимир это уж вообще большой, Нижний Новгород, вот, ну и теперешний вот Пенза вот тут вот, 5-6 регионов. Их можно сравнивать слова, как там произносятся, как здесь произносятся. Интересные слова. И роль языка рязанского в русском языке. Сколько заимствований географических и прочих названий, это великое множество. Они все вошли в русский язык. Но, говорят, Даль, Владимир Даль, у него 250 с чем-то слов. Конечно, это все заимствованные слова и многие из народов России. Ведь он жил, кстати, и работал 11 лет в Нижнем Новгороде. Он знал, естественно, некоторые слова и проводится в своем толковом словаре. Вот. И далее, ну если взять словарь Ожегова, там 54-55 вокруг этого слов. Но там столько заимствований, что останется примерно 20-25 тысяч, это еще хорошо. Да и в русском языке не нужны слова. Там есть «приходи, уходи» и все. Не надо корней, не надо. Вот с помощью этих приставок становится язык богатейшим. Вот что. Ну, вот Так, первая часть у нас закончилась.